вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем концерте. Наша программа посвящена Дню музыки, который отмечается ежегодно 1 октября с 1975 года. По всему миру причем. Потому что язык музыки – единственный в мире язык, который понимают все народы без перевода. Музыка с первых дней присутствует в нашей жизни. Сначала это колыбельная матери, затем это веселые детские песенки, потом более серьезные произведения. Вот таким образом разные музыкальные композиции сопровождают нас всю жизнь, радуя, утешая, успокаивая, залечивая душевные раны. Мы хотим сегодня также поделиться с вами позитивом, радостью, положительными эмоциями и вдохновением. Тем более, что коллектив, который поможет нам погрузиться в мир звуков и эмоций, а именно вокальная группа Народного хора учителей под руководством Логиновой Людмилы Леонидовны, так и называется «Вдохновение». Что ж, не будем сильно и долго вас утомлять, начнем. Итак, открывает концертную программу музыкальное произведение, посвященное нашему родному городу. Музыка Людмилы Логиновой, слова Игоря Прокоповича. «Ночь у поста». Золотокрылый
Обычно композитор обдумывает, наигрывает, напевает отдельные фрагменты, возможно, и насвистывает где-то там, и только потом начинает записывать. А иногда бывает и так. Опускаешь на клавиши руки, волшебство совершается вдруг, и рождаются чистые звуки, серебром рассыпаясь вокруг. Музыка и слова Булата Акуджавы. Виноградная косточка. Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелуями спелые гроздья сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь ко гости мои на мое угощение, говорите мне прямо в глаза, я пред вами сплыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешения, а иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя Мария, в черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали, а иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат, полуглаз залетая, пусть опять и опять передо мной проплывут наяву синекурманный белый орел и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? А иначе зачем на земле этой вечной живу? На протяжении всей истории человечества музыка идет рядом с нами. За это мы благодарны композиторам и исполнителям. С композиторами мы разобрались. Кто же такие исполнители? Исполнитель. Исполнители – это посредники между композиторами и слушателями. Задача исполнителя не просто исполнить, но и точно передать смысл, содержание, чувства, заложенные в произведении. Один русский пианист сказал, что исполнение – это второе творение. Действительно, нот всего 7, а таинственная сила, сокрытая в них, необъятная. Музыка Александра Шиловского, слова Евдокии Важеневской «Ночные цветы». Белые, бледные, нежно-душистые, грезят ночные цветы. С лаской беспокойной лучи серебристые, что им луна
способна выражать чувства, которые возникают в отношениях, а любовь, в свою очередь, часто становится источником вдохновения для написания новых музыкальных произведений. Трогательные мелодии зачастую вызывают у нас сильные эмоции, исцеляют души, переносят нас в другие миры. Не знаю, как насчет других миров, а вот город, который находится на неведомой планете, мы сейчас с вами не перенесемся. Музыка Вадима Гамалия, слова Виктора Орлова. Город влюбленных людей. Есть на далекой планете город влюбленных людей. Звезды для них по-особому светят, небо для них голубей. Белые стены над морем, белый покой и уют. Люди не ссорятся, люди не спорят, люди друг другу поют. Посидим, помолчим, все само пройдет и растает гнев, и печаль уйдет. Посидим, помолчим, не нужны слова, виноваты мы, а любовь права. Если тот город увидишь, сразу обиды простишь, словом напрасным меня не обидишь, ссорою не оскорбишь. Пусть нам навеки осветит белого города свет. Пусть говорят, что на нашей планете этого города нет. Посидим, помолчим, все само пройдет и растает гнев, и печаль уйдет. Посидим, помолчим, не нужны слова, виноваты мы, а любовь права. Есть на земле этот город влюбленных людей. Надеюсь, наше путешествие не окончено. Куда сейчас перенесемся? Попробуй угадать. Я буду называть слова, словосочетания, а ты подумай, с чем они могут ассоциироваться. Хорошо, начинай. Тишина, спокойствие, романтика, плавность, таинственность, лунный блеск, манящая мечта. Да все понятно. После работы я на мягком диване, расслаблен перед телевизором. Ну что там еще, кот мурлычет рядом. Что может быть еще приятнее? Никуда бежать не надо, главное. Ну и делать ничего не нужно. Ну почему так примитивно? Предлагаю представить ночь, звездное небо, романтичную лунную реку, берега шелковых травы. Ладно уж, пусть будет по-твоему.
Тем более, что следующая композиция полностью соответствует твоим фантазиям. Музыка Генри Манчини, слова Джонни Мерсера. «Лунная река». из древнейших и универсальных форм музыкального выражения является следующий вид песен. Это, так сказать, своеобразная форма общения. Ты так серьезно сформулировал свое высказывание, что, думаю, в зале никто не догадается, что это за вид песен. Думаешь? Проверим. Уважаемые зрители, сможете ли вы назвать следующий вид? Это песня спокойная. Чаще всего ее поют мамы, бабушки перед сном. Колыбельные. Правильно, верно. Наши любимые колыбельные. Они успокаивают и снимают напряжение. Как утверждают ученые, этот вид песен способствует развитию чувства языка, музыкального слуха, знакомит малыша с интонацией, ритмом, мелодией. И сейчас прозвучит колыбельная на слова Марины Трушиной, ну а музыка Элвиса Пресли.
посвящается ее явлениям, как в литературе, так и в музыке. Композиторы часто черпают вдохновение в звуках дождя, в шелесте листвы, в дуновении ветерка, в весенней капели. Вой собаки на луну. Да нет же, пение птиц, например. Какие птицы? Где птицы? Вороны, что ли? Ты что-то путаешь. Осень на дворе. Нет никаких птиц. Скоро снег, морозы. Зима на носу, а тут птицы. Кстати, а ты знаешь, что происходит под снегом зимой? Под снегом. Догадываюсь. Пока над землей колдуют холода, метет метель, под снегом спят травы и цветы. Что тут можно добавить? Ну а собственно, следующая музыкальная композиция именно об этом. Музыка Алексея Рыбникова, слова той самой Марины Трушевой. Пролеска. Звоник ветер злым караванных плав, и сыплет снегом небо снился утра. Давно шагали соколи, утро сном я снеговик слушался с ним. А под снегами свой чаровный сусед, шагали аду пролеска лежа цвет. Скует зима над дымом, пускай хитрый и упор снеги дымом. А из понурых хмар без солнца сыплет снегом, и смыклый наш шаг зимовым пожареком. Обман для людной жизни, выпавшийся зимостный сон, пролеска зважит будет за мной яскравый свет, и птушки в небе пируэт, весновый свет. Выйдет час, и солнце возьмет куполом, снеги истюжи заплашутся с домов. Равномощным набяжи, качнется ветка у тиши лесной души. А меж пустых ялин зусим немашна зора, сород молодеців, залей бушує мора. Пожалуйста, по сценарию. Продолжая разговор о природных явлениях, хочу загадать тебе загадку. Давай. Солнце светит, и дождь идет. Хочется сказать не так. Чудо в небесах цветет. Я думаю, что речь о радуге, я угадала. Угадала. А как она появляется, ты знаешь? Конечно, знаю. Солнечный свет преломляется в каплях дождя. Все это, конечно, так, но Что опять но? это скучно. Я представляю это совсем по-другому. Солнечные лучики сталкиваются с каплями дождя, происходит взрыв брызг разноцветных, которые выстраиваются в радугу на бирюзовом небосводе. Ну как? Ну, типа здорово. Может, это фантазия, ну, женские, понятно. Но вечер у нас действительно необычный. Ну и пусть будет волшебство. Чем женская фантазия, как говорится, не в радость.
Сладость. Музыка Эдуарда Артемьева, слова Марины Трушиной. Превращение. Говорят, человек предполагает, а Бог располагает. Это как раз о том, что когда мы находимся в нужное время, в нужном месте, происходят чудеса. Еще совсем недавно авторы следующей песни не знали друг друга, а сейчас у них творческий тандем. Ну, ты преувеличиваешь, у нас пока только одна песенка, но кто знает, кто знает. О чем ваша песня? На нашей родной земле одним из старинных национальных инструментов являются цимбалы. Они обладают поистине чародейным звучанием. В давние времена без них не обходился ни один праздник. Вот о них и будет следующая песня. Да, о музыкальных инструментах мы совсем забыли. А между прочим, самым первым музыкальным инструментом считается голос. Затем были придуманы ударные, позже духовые, струнные и, наконец, клавишные. Вот и давайте предадимся наслаждению, слушая звучание прекрасного струнного инструмента и не менее прекрасного голоса. Музыка
Дианы Алексеевой. Слова Марины Трушиной. Глушите цимбалы. Ноги храни струны тонкие, полетят над землей. Звуки пригожие, звонкие, песня про край родной. Зазяют на солнце, крыло вечных дышай. Крылья полками в облака, и полетят ветром в рай. Песня цимбалов бесшумная, льется крыничкой журчит. Я слово мать силоводная, зорко из небес стихотит. Струны цимбалов жаровная, песня летит мне во край. Зимняя песня родная, души людские в край. Песня цимбалов жаровная, песня летит мне во край. Зимняя песня народная, души людские в край. Зимняя песня народная, души людские в край. Скажи, пожалуйста, приходилось ли тебе когда-нибудь в жизни совершать какой-нибудь безумный поступок необдуманно? Безумный, какая романтика. Да, лет так 15-16, собрал дорожную сумку, уехал в столицу просто так, как взрослый, по самостоятельному. Ну, как мне казалось. Здорово получилось, на первый взгляд, но потом, правда, мне влетело. То, что я слишком самостоятельно себя повел. А ты что-нибудь подобное совершала? Нет, я была примерной девочкой. Но могу похвастаться тем, что однажды в 5 классе у меня был влюблен мальчик, и он совершил ради меня необдуманный поступок. Он захотел угостить меня вишнями, влез на самую высокую вишню, и я стояла под деревом и очень боялась, чтобы он хотя бы не свалился. И что? Съела ягоды? Нет. К сожалению, нас обнаружила соседская собака, оповестила всех громким лаем. Моему Ромео пришлось ретироваться, и мы с позором сбежали, потому что сад был, естественно, чужой. А нечего. По чужим садам. Можно подумать, ты не был влюблен, а влюбленные совершают такие поступки необдуманно. И как хорошо, когда обычная влюбленность потом перерастает в огромное чувство, которое помогает в жизни преодолевать все неприятности, любые трудности. И вдохновляет. Автор слов следующей песни много стихов посвятил своей возлюбленной. Роберт Рождественский. Со своей женой прожили вместе 41 год. В одном из писем поэт писал: «Милая, родная Аленушка, я долго думал, чего бы тебе подарить нашему общему празднику. А потом увидел стоящий на полке трехтомник. Целое утро делал закладки к тем стихам, которые имеют к тебе самое, что ни на есть, отношение. Ты соавтор практически всего, что я написал». Умирая, поэт очень просил свою Аленушку: что бы ни случилось, ты, пожалуйста, живи. Счастливо живи всегда. Так необычайно лирическая, проникновенная мелодия, созданная армянским композитором, дополненная по-настоящему удивительными и глубокими строками стихотворения, стала настоящим гимном самого яркого и сильного чувства. Музыка Арно Бабаджаняна, стихи Роберта Рождественского. Ноктюрн.
Вспомни обо мне, вспомни обо мне, хоть случайно, хоть однажды вспомни обо мне. Долгая любовь моя, а между мною и тобой века, мгновения и года, сны и облака. Я и тебе сейчас лететь велю, ведь я тебя еще сильней люблю. Как тебе сейчас живется вишняя моя, нежная моя, странная моя. Я тебе желаю счастья, добрая моя, долгая любовь моя. Я к тебе приду на помощь, только позови, просто позови, тихо позови. Пусть с тобой все время будет свет моей любви, зов моей любви, боль моей любви. Только ты останься прежней, трепетно живи, солнечно живи, радостно живи. Что бы ни случилось, ты, пожалуйста, живи, счастливо живи всегда. А между мною и тобой века, Мгновения и года, сны и облака. Я и тебе сейчас лететь велю, ведь я тебя еще сильней люблю. Как тебе сейчас живется вишняя моя, нежная моя, странная моя. Я тебе желаю счастья, добрая моя, долгая любовь моя, долгая любовь моя. Мы много говорим сегодня о музыке, но мало о поэзии. А ведь песня – это музыка и стихи. Ты прав. Это две формы искусства, которые гармонично дополняют друг друга. Поэзия усиливает свое значение благодаря музыкальному сопровождению, а музыка может основываться на поэтических сюжетах. Так давайте же обратимся к стихам наших белорусских поэтов. Например, Максим Богданович. «Знаю, знаю, зорка Венера взошла над землею». Или, например, «Понад белым пухом вишню». Все верно, это его стихи, впоследствии ставшие известными песнями. Но сегодня тема не о них. И есть у Максима Богдановича менее известное произведение «Хмары», которое вдохновило однажды нашего творческого руководителя на сотворение музыкального произведения. Талантливо переплетая слова и ноты, Людмила Леонидовна создала песню. Сейчас мы вас с ней и познакомим. Музыка Людмилы Логиновой, слова Максима Богдановича. «Хмары». Шпарка плыла
вряд ли кто станет спорить с утверждением, что музыка необходима в жизни каждого. Она помогает улучшать настроение, снижает уровень стресса и стимулирует выработку гормона счастья. А классическая музыка улучшает качество сна. Ну, а в трудные минуты? Прекрасной музыки звучания поможет нам в печальный час. В минуты страха и отчаяния она, как друг, поддержит нас. Есть песни, похожие на молитвы, когда музыка и слова, сливаясь воедино, посылают в небеса самые сокровенные мысли, самые искренние благодарности, самые горячие просьбы. Музыка Раймонда Пауса, слова Евгения Евтушенко. Дай Бог. Дай Бог, дай Бог, дай Бог, дай Бог, дай Бог слепцам глаза вернуть и спины выпрямить горбатым. Дай Бог.
проходит, черную полосу сменяет белая, на лице вместо слез появляется легкая улыбка, а может и не легкая. В душе уверенность, что любое испытание – это всего лишь ступень к новой вершине. Но главное не забывать смотреть под ноги, чтобы не упасть и не скатиться вниз. Ну зачем так мрачно? Тем более, что следующая композиция вселяет в нас оптимизм. Музыка Александра Матюхина, слова Левитанского. Все проходит. Все Проходит в этом мире, снег сменяется дождем. Все проходит, мы пришли, и мы уйдем. Все приходит и уходит, никуда из ничего. Все проходит, но бесследно, и проходит ничего. И участвуя в сюжете, я смотрю со сторонам. Картинка моим рядом, мои годы, мои сны. Но сплетает за другими эта новенькая дня, где уже нет сожаления, ничего не изменить. Потому что в этой драме, будь ты шут или король, важной роли не играют, только раз играют роль. И над собственной ролью плачу я и хохочу, по возможности достойно доиграть свое хочу. Ведь не мелкою монетой жизнью собственной плачу, и за то, что горько плачу, и за то, что хохочу. Потому что в этой драме, будь ты шут или король, дважды роли не играют, только раз играют роль. Потому что в этой драме, будь ты шут или король, дважды роли не играют, только раз играют роль. Дважды роли не играют, только раз играют роль. Все проходит, а наша планета Земля все так же вертится. После темной ночи обязательно приходит яркий рассвет, а холодную неприветливую зиму обязательно сменит звонкая солнечная весна. Это придумано не нами. Мы гости во Вселенной. Она дает нам силы для жизни, творчества, вдохновения. Музыка Людмилы Логиновой, слова Анастасии Петиной. Главная песня Земли. Утром осенним цветким ветер развеял тучи, и тишина лесная друг
гасим жизнь на мелочные ссоры, на глупые слова, пустые разговоры. На суету обид, на злобу вновь и вновь. На что мы тратим жизнь, а надо на любовь. Чувство любви не оставляет человека в любом возрасте. Предлагаю каждому из вас сейчас окунуться в воспоминания о своей первой любви, так как следующая композиция именно об этом. Музыка Марка Франкина, слова Роберта Рождественского. «Любовь не гаснет первая». Кстати, о воспоминаниях. А знал ли ты раньше, что музыка иногда служит стимулом для них?
Человек может не прилагать для этого никаких усилий. Мелодия воспроизводимая где-нибудь, когда ты идешь где-то там, вдруг что-то тебе мелькнет в голове, где-то я ее уже слышал, ну и пошло-поехало, всплывает в памяти именно при знакомых нотках, которые мы случайно слышали, и тянет за собой картинки из прошлого. Вот любит все усложнять. Прямо профессор парадоксов. Ну, просто даю всякому явлению научное, наверное, объяснение. Хорошо, давайте перейдем, наконец, к следующему произведению нашей программы. Это не просто песня, а романс, родившийся в далеком 1902 году, с успехом переживший несколько переделок текста. Вокруг обстоятельств его создания до сих пор не утихают споры. В середине 70-х годов Владимиру Басову разрешили экранизацию произведения Михаила Булгакова «Дни Турбиных». Приступая к съемкам телефильма, режиссер обратился к своему любимому поэту-песеннику Михаилу Матусовскому с просьбой написать специально для киноленты слова запоминающегося музыкального произведения. Матусовский блестяще справился с задачей. Помня, как в детстве его родители пели старинные романсы, он предложил другу один из самых любимых ими, творчески переработав текст. И сегодня романс «Белая акация» прозвучит для вас, уважаемые зрители. Прежде всего, Насвистывал город волшебный.
природе, любви, чувствах, эмоциях, об исполнительных, простите, талантах и произведениях. С уверенностью могу сказать, что диалог состоялся и был довольно интересным и содержательным. По крайней мере, мы старались. Ну да, как говорится, сам себя не похвалишь. Я, Евгений, не о нас с тобой, я о нашей творческой группе вдохновения. Давайте пригласим на сцену еще раз всех участников для завершения нашего музыкального диалога песней на слова Леонида Дятлинова, музыку Максима Дунаевского «Ах, этот вечер». Днем город как город, и люди как люди вокруг. Но вечер приходит, и все изменяется вдруг. На лица актеров кладет он таинственный грим. И Гамлет страдает, и снова поет лунный. Ах, этот вечер, лукавый маг, одетый вечно в лиловый фрак, погаснул свежий, уйдет любовь. Но этот вечер вернется вновь. Опять скоробелы привозят рабов вином в ту гавань, что дремлет на дне океана давно. И вновь слышен голос бессмертной и гордой любви, что сможет звонить еще не открытой людьми. Ах, этот вечер, лукавый маг, одетый вечно в лиловый фрак, погаснул свечи, уйдет любовь. Но этот вечер вернется вновь. Нельзя в этом мире пройти, не оставив следа. Но вечер волшебный